Друзья, добро пожаловать в третью часть наших колымских приключений. И на этот раз все пошло совсем не по плану. Неожиданно даже для самих себя мы оказались там, куда вообще не собирались ехать. На самом краю земли, там, где живут коряки, по-настоящему, без декораций и фильтров. Мы увидели их быт и в очередной раз сделали что-то невероятное. Мы сломали танк, мы ранили Тайсона, но все равно сделали это. Заваривайте вкусный чай и погнали смотреть. Поверьте, вас ждет увлекательнейшее приключение. Итак, мы в Эвенске, небольшом поселке городского типа на побережье Охотского моря, административном центре Северо-Эвенского района Магаданской области. Этот край называют буквально краем земли. Здесь, в устье реки Большая Гарманда, тундра встречается с открытым морем, а цивилизация кажется едва уловимой на горизонте. Эвенск действительно маленький городок. Сейчас здесь живет около 1500 человек, в десятки раз меньше, чем во времена рассвета советской Колымы. Люди здесь занимаются рыболовством, охотой, оленеводством, собирательством ягод и грибов. Сезонные шторма Охотского моря диктуют свои условия и ритм дней. До ближайшего крупного города сотни километров, и зимой сюда можно добраться только зимником или самолетом. Мы приехали сюда не просто посмотреть пейзажи. Наша миссия – доставить подарки детям поселка от елки желаний, где наш руководитель Богдан сорвал особые шары. А подарки от администрации Амсукчана – отдельный знак внимания к этим детям. Мы сюда приехали по простой истории. Вот эти подарки, которые в рамках проекта «Елка желаний», мы привезли сюда детишкам. Поэтому сейчас мальчику и девочку просто подарим подарки, которые приехали, как здесь говорят, с материка. Пойдемте. Мы к вам. Его можно обнимать. Это тебе. Утром, гуляя по Эвенску, мы обратили внимание на очень странное. Снега крайне мало. Это подтвердил нам за завтраком местный житель Иван, который с детства живет здесь и понимает климат лучше многих карт. В этом году снега действительно мало, говорит он. Родители в осенне-зимний период отправляют детей на учебу, то есть в поселок Эвенск из тех сел, где отсутствует у нас школа. Это Гарманда, Гижига, Топовка, Верхний Парень. Да, оленеводческие бригады. Вот. Также отправляют и детей из труднодоступных оленеводческих бригад. Завоз их осуществляется вертолетом, так как дорог у нас сообщения нету с селами. Да, сам я с интерната проживал в конце 90-х, в начале 2000-х в интернате и знаю, в каких условиях должны проживать дети, к чему их направлять, ну и к чему, чтобы они стремились. Они обеспечены полностью всем необходимым. В тех условиях, в которых я проживал, по сравнению с теми временами, они живут в комфортабельных условиях. Ну и, конечно же, обязательно посещение у нас школы с ребятами, общение. Богдан расскажет о проекте «Хранители Севера». Пришли в школу, а здесь приготовили целый концерт вообще. Собрались дети, и я вот всегда говорю, что чем более труднодоступный населенный пункт, чем более он отдален вот от основной какой-то цивилизации, тем дети более искренние, их эмоции более открытые. Вообще, посещая такие места, опять начинаешь верить в чудеса. Поэтому тут хорошо, очень хорошо. Приезжайте к нам в
Сделав обязательную часть нашего приезда в Эвенск, не теряя времени, мы быстро едем разведать обстановку с Зимником до границы Камчатки. Нашему пытливому уму путешественника-исследователя эта ситуация с малым количеством снега не дает покоя. Едем в гараж к ребятам, которые возят продукты и топливо в Верхний Парень на вездеходах. Они владеют самой достоверной информацией. Снега нет вообще, да? До Парени вы доедете, например, Парень. Парени до перевала. Дальше. Качка же. Все равно там она. Нет, что будет? Нет, Переметы будут. Я имею в виду вот именно по самой дороге сейчас. Такого покрытия, как по поселку? Да. Такого нет. Вот сейчас ты выезжаешь и Будете вот так вот. Все, сейчас отсюда поднимем. Отсюда поднимитесь вот так. и сразу. Ну, еще до Гириги. Там вообще не разгонишься. Вот рубить. Вот рубить. Да? Я просто в том году туда приезжал еликом. Такой был построен и заехал только взять на гид. Для любого автопутешественника это не просто факт, а вызов. Потому что в Арктике есть один неписанный закон. Ты можешь планировать маршрут, собирать экипаж и мечтать о дороге. Но если природа не позволит, ты не проедешь. Здесь, на краю света, понимаешь, удача и везение важны не меньше навыков и техники. И с этой мыслью наше путешествие только начинается. Поворачиваем направо, а это значит, мы движемся на восток, чуть северо-восток, скажу точнее, на поселок Гижига. До поселка Гижига у нас будет зимник, но зимник такой не чищенный, а стихийный зимник. Задача добраться до Гижиги, и после Гижиги там по местности посмотрим, будем пробиваться до Парений. Кого не ожидаешь, что тут лошадь увидеть? Все. Ну, веселая будет. Только выехали, сразу началось. Пушкин так и сказал. Это зимник, это такой стихийный зимник, весь в качкарниках. Будем ехать медленно, но верно. Это будет, мне кажется, очень Глубоко ночью туда доедем. долго, да. Такие встречи с дальнобойщиками на встречу это самые-самые лучшие информативные встречи, потому что они знают состояние дороги, как, что, где, как. Самое это вот ехать по качкарнику. Километраж маленький, но целый день будешь ехать. Друзья мои, у нас навстречу идет уже третий КамАЗ, третий трехосник со Стерна. Это значит, что ребята оттуда сюда едут. И то, что сейчас в гараже нам ребята говорили, что где-то будет надуто, там будет колея, значит, вот этого не будет у нас, потому что 3 КамАЗа проехали, это уже пробитый нормальный след. Нам, значит, немножко повезет. Да, в таких местах я еще на машине не катался. Возможно, сейчас у нас налет первый будет. Вот спускаемся к речке. Это дорога, да? Это можно назвать дорогой. Ребят, добро пожаловать на населенный пункт Гижига. 2,5 часа по качкарнику, по тундре. Вроде расстояние не маленькое, но потратили 2,5 часа по факту. Ну, приехали в Гижигу. Вот заезжаем. Вот это точно. Зрелище такое.
Коварное место на самом деле. Там был наледь, она замерзшая была, большая машина чуть его сломала, но она успела замерзнуть и окрепнуть под наш вес. Если бы там мы бы его проломили, ну чуть-чуть, наверное, здесь этот некий такой спецучасток был бы у нас, потому что там лед уже толщину набрал. И она с диагоналкой, с выходом на такой на косой поворот. Это достаточно препятствие для машины. Тут перелеты. Думал, что у нас будет так. Светит. Опять прохладненько, да? Как тепленько днем было, и опять. 38 показывает. Так. Скорость немыслимая, 80 км в час. Я понимаю, что тебя шикарит. Стоп. Чуть назад, вот на полкорпуса. Давай, давай. Как говорил мой дед, командная работа и любая ситуация, даже самая сложная, решается очень быстро. Все целое, без последствий. Боялся за то, что здесь продавит. Все нормально. Вот так, там не подъехать так. Это, кажется, машину стягивает сразу. Ровно заходил, тебя боком бы раскорячило, и мы тебя вообще до весны бы тут бы. Был бы С риск. паводком бы ушел бы куда-нибудь туда на концерт. Нет, ты бы развернулся, немножко спокойно. Я бы не делал так. Ребят, поехали, бесплатно. Давай, поехали. Ну что, наше первое такое серьезное препятствие на этой дороге. Ну, скажем так, она не серьезная, а полусерьезная, потому что у нас первая машина за счет короткой базы она сама выехала. А мы там чисто немножко помучились из-за того, что база длинная машина, и она носом просто в землю уперлась. И поэтому чуть-чуть пешной надо было поработать. И пешной поработали, машина сама вылезла. Серьезно, когда уже вспомогательными средствами машину вытаскиваешь. Ну, тут как бы командно слаженная работа. И всё. Ох, Вот. это уже колодки, да, сцепились? Тормоза прилипли, называется. Назад. Подожди, я назад отъеду. Ну, километров 20 с копейками. Там, если что, надо литров 20. По прямой. А там нету падения только бензина. Ну, литров 20-10, может, найдем. Ну, мне столько и надо. 20 литров мне хватило. На улице холодает. По градуснику 31, но здесь и влажность выше возле моря, и ветер сильнее, сильнейший. А что получается, это первое такое место, где не было колеи, да, насыпано было, топтать пришлось. Это не топтание, мы его били просто. Раскакивают. Вот так. Ну, там место такое, что с двух сторон, как коридор, как стена, кустарник растет. Там снег не выдувается, а наоборот надувается этой поземкой. Поэтому вот это собралось. И ее топтать никак. Просто его бить надо.
стащил, да, он не мог выбраться, получается, с боковой. Где меньше веса, колесо крутиться начинает, и он его это колесо блокировать начинает, чтобы дать момент другому колесу. Кажется, Или просто перерыв. Сели, да? Мирлан заодно меня учит автомобильной грамоте, потому что я в этом достаточно плохо разбираюсь, и вот в течение дороги всякие моменты попадаются, он мне постоянно объясняет, как то, как все, как физика работает. Слишком рыхлый снег. Стой! Стой. Как же приятно после такой долгой дороги увидеть вдалеке огни поселка. Какая дорога неприятная. Лежи, блин, перед поселком. Налить? Дышит? Сейчас будем потихонечку проезжать. Вроде не сильно глубокая, вот, но это, все равно водичку на морозе неприятно заезжать. Тормоза примерзают, колесики там, все дела. Вот, помочь аккуратно. Касса не налить, а просто речка не замерзает. Речка не глубокая. В принципе, ходовая. Такой мороз, любая вода, это лучше тормоза. Вот видите, всегда. Скорее всего, тоже в деревне приходят, там эти ездят, наверное, большие машины. Все. Это огни, собственно. Что удивительно, да, в каких краях, в каких местах люди живут. Да? Мы добрались. Надо вот кому-то постучаться, вроде бы техника стоит. Может, у кого-то в загашнике бензин есть. Нам бензин еще нужен, да? У парней слишком сильно ушло. Снегоход, бочки. Скорее всего, тут топливо есть. Снегоход вообще только на бензине работает. И поэтому они бензин на вес золота здесь. Они, наверное, думают, что мы сегодня не дойдем. Ну, да. Мы приехали, у нас на дворе 12 часов ночи, никто нас не ждал, никто нас... Местные ребята сказали, что ну мы не будем туда звонить, говорит, вам ехать дня 2, приедете завтра к вечеру, всех там увидите, а мы приехали сегодня вечером, вот, неожиданно. Ей все-таки сказали, что сюда никто не заезжал на таких машинах, поэтому они думают, что мы еще вернемся. Вот, 12 часов ночи пришлось разбудить девушку. Вот, она отвела нас к своему сыну, и мы сейчас идем ночевать в дом, просто к парню, который вот нас приютил у себя. Сейчас все вам покажем. Берем еду вкусную, у нас, как всегда, наши вот эти вот. Где мы заселяемся, там возможно пельмени сварить. Конечно, это дом, поэтому я говорю, давай берем с собой еду. В общем, сейчас вы сами увидите, что я вам рассказываю. Тут хорошо. Приезжайте, курорты Магаданского края. Вот так вот никто в нас не верил, а мы добрались.
Нежданно. Доехали до Порени. Естественно, вот каждый раз, когда мы куда-то доезжаем, местные очень удивляются, потому что на севере, которые живут в таких местах, ребята, они очень рассудительные, и почем зря не рискуют. И вот такие решения, казалось бы, какие они вот так 7 раз подумают, сделать это, не сделать, потому что мы север, как говорится, ошибок не прощает. Поэтому они нас сегодня не ждали. Они видели, на каких машинах мы, они подумали, что мы до Гижги доедем, и все. Так, мы доехали. Все же тогда скептически так смотрели на нас, типа, ну-ну. Это в этом доме, да, мы будем? Что-то печка не горит. Представляешь, мы приехали в деревню на границе с Камчаткой, где живут 35 человек. У них тут садик, несколько этих садики людей, и все. Тут работы как таковой нет, школа там несколько-то учатся, и садики, и все. И тут жители в основном охота, рыбалка, вот этим. Так и живут, сказать. Вот всю жизнь можно жить и не знать, что на карте, вот на этой точке живут люди. Такие же, как мы. Витя, спасибо тебе, приютил нас, такую толпу в своем уютном жилище. Ну, это бабушкина, да, ты говоришь, дом, пока следишь, чтобы не вымерзло зимой, да? Потапливаешь и заодно живешь тут. 29. 29? Я думал, у тебя вообще где-то 22-23. Женатый? Нет. Нет еще? А чем занимаетесь тут? Ну, я работаю в бригаде. Ну, это оленеводство. Оленеводство? Это община, да? Да. Сколько оленей у вас? Где-то около 3000? Да. Большое поголовье. Так. А дикие олени тут есть? Да, вот недавно проход был. Они стада ваши не угоняют, нет? Почему половину? Ну, как половина. Там, ну, угнали все равно. Вы хотите до границы доехать? Да-да, до круглого камня сколько? Будет, если отсюда. Так. Ну, 30 точно. 30, да. Ага. Себе продукты привезли. Ага. Вот сюда вот ноги положены. Вот у меня тут местечко. Давай я могу... Мы приехали, нас не ждали, но гостеприимно приютили. Вот Виктор нас в своем доме. Мы очень тесненько, плотненько, но зато дружненько всей командой ложимся спать. Прям, как сказал Александр, на самом краю восточного Магадана. Первые. Спокойной ночи. Нажми плей, подожди. Все как спалось. Отлично. Самое главное, что в доме всегда спится лучше, чем там в машине или где-то еще. А еще и на кровати. Вообще. Хорошо. Все, спасибо. Доброе утро. Подъем. Доброе утро, народ. Что, никто не замерз, ребята? Хороший матрас, спасибо. Вот так, кстати, шалаши, это, оказывается, дрова. Вот вчера мы обратили внимание, везде стоят. Они их так выставляют, чтобы и подсыхали, и снегом не заметало. Верхний Порень. Небольшой и труднодоступный поселок на северо-востоке Магаданской области. Поселок находится в тундровой зоне. Постоянных автомобильных дорог сюда нет, от слова совсем. Связь с внешним миром только по воздуху или же по зимникам. Климат суровый. Долгая зима, сильные ветра и короткое прохладное лето. Верхний Порень существует как постоянный населенный пункт советского времени. Он изначально создается как центр для коренных жителей, которые переходят от кочевого образа жизни к оседлому. Ну, поселок, раньше здесь там большой поселок был. Потом все это сгорели, там сгнили, начали уже переезжать все. Основное население Верхнего Порения сегодня составляет представители коренного малочисленного народа Севера – коряки. Коряки – один из древнейших народов северо-востока России
Их традиционные земли простираются от внутренних районов тундры и до побережья Охотского моря. Часть коряков и сегодня связана с оленеводством и жизнью в тундре. Другие семьи ориентируются на рыбалку и охоту в речных и прибрежных районах. Коряки живут в тесной связи с природой. Они используют знания о погоде, миграциях животных и особенностях местности. В культуре сохраняется уважительное отношение к земле, к животным. Природа воспринимается не как ресурс, а как часть жизни человека. Сегодня жители поселка живут в постоянных домах. Традиционные занятия включаются в современную хозяйственную жизнь. В поселке работает дизельная электростанция. Продукты и топливо завозятся сезонно. Для коряков Верхний Парень – это не просто место проживания. Это земля предков, родовые угодья, места старых стоянок и захоронений. Переезд в крупные города для них означает утрату языка, традиций и связи с родом. Поэтому, несмотря на изоляцию и бытовые трудности, многие семьи сознательно продолжают жить здесь. Сегодня корякский народ сталкивается с проблемами сокращения численности и утраты родного языка. Но именно в таких поселках сохраняется живая традиционная культура и непрерывная связь народа со своей северной землей. Сейчас у нас будет холодный запуск. Так. Ой, какое сиденечко холодненькое. Ну-ка. Ух ты. Молодец. Что-то у нас с машиной случилось. Обороты начал подкидывать. И что-то там по капотам. Заскрипело, засвистело. Сильно? Вообще жестко. Нет, там прям свист был. Большой мороз. Масло замерзшее, смотрите. Холодно. Мы заглушили сегодня только за счет экономии топлива, из-за экономии топлива. Потому что бензина у нас в притирку. С дизелем здесь проблем нету, есть дизельная станция, а бензина нету. Поэтому мы заглушили, чтобы вернуться назад, иначе нам просто не хватило бы. Вот как результат, утром были танцы с бубном запуском. Конечно, честно говоря, глушить его не стоило, но тогда мы остались бы здесь при любых раскладах. Утро начинается не с кофе, а с решения сразу двух задач. Наш новенький дилерский танк в это морозное утро словил клин. Поход дела, машина здесь останется. Об этом красноречиво говорит замерзшие сталактиты на конце щупа. Теперь у нас самая настоящая недвижимость на краю земли. Задача номер 1 – эвакуация танка. С ней мы справляемся довольно быстро, созвонившись с эвенскими вездеходчиками. У нас нормально? Мы тоже машину глушили. Главное, стоит автозапуск по температуре двигателя. Температуру двигателя я ставил на плюс 5. И машина за ночь при такой температуре воздуха, наверное, заводился раза 3. Поэтому машина тепло. Вода даже не замерзла в машине на полу. 36 градусов показывает. Задача номер 2. Ехать ли дальше одной машиной до самой границы Камчатки? Ответ очевиден. Конечно, ехать. Раз уж мы здесь, такую возможность упускать нельзя. До границы каких-то 20 километров. Но это не дорога и даже не зимняя. Полное отсутствие каких-либо направлений. Сложный рельеф, ручьи и стланник. Для Тайсона без блокировок этот участок будет по-настоящему тяжелым. Но когда трудности останавливали нас? На нейтралку нажми кнопку.
Когда газуем, сильно давление идет, задняя печка не рабочая, ну, я его не включаю. А все равно циркуляция маленькая идет, минимально, поэтому по маленькой капает. Сейчас мы на тройнике заглушим зад, и все. Местная радиостанция. Ровно, главное, сделать. Выйду ночью в поле с конем. Заглушили к чертям собачьим печку. Сейчас ее обожмем. Поедем без печки. На улице тепло. Весна скоро. Как на москвиче? Ну, практически. Как на москвиче, да. Сюда не пойдет, надо можно чуть-чуть подспустить еще. Правее поехали. Поехали правее. Мы так не пройдем, там Поехали, видишь, поехали. яма будет. Всё, поехали. Если ты туда, ну иди туда. Правее бери. Всё. Правее. Вот так легко. Давай, давай. Пытаемся. Спускаем колеса, делаем давление поменьше, чтобы машина легче ехала по снегу. Нормально здесь. Тут нормально, тут раз, два, три, 5 метров. Вот этот заход, выход. Инерция, давай. Стоп, назад. Нас вперемешку с Пухляком и Рельеф Тайсону дается очень тяжело. Тут блокировки знатно помогли бы. За этот участок до Камчатки мы накопали столько, сколько не копали за последние 5 лет. И это при том, что снега в этом году мало. За несколько километров до границы уперлись в крутой подъем из ручья. Попытались подняться по следу снегохода, не вышло. Ушли на реку, но там были промоины, вернулись обратно в свой след. Спасением стал старый след, ведущий к стоянке оленеводов. Еще 3 часа на лопатах, и колеса Тайсона коснулись Камчатского края. Вот так, на легковом автомобиле, в одну машину, добрались до границы Камчатки. Еще одна победа в копилку. И уже поздно вечером возвращаемся в поселок, где нас ждала баня. Сегодня Витек нам устроит праздник, баньку, но для этого надо нам поработать. А воду ты с речки, да, набрал? Да. Вот. Съездил на Буране, да, набрал? Витя не только приютил всех нас у себя дома, но и организовал нам чудесную баню, пока мы ездили до границы Камчатки. Он коряк, ему 27 лет, хотя выглядит намного моложе. Он после интерната отучился на механика в Магадане, даже успел поработать там, но все же вернулся к родному поселку и сейчас работает в бригаде оленеводов. Говорит, хочет стать бригадиром,
и увеличить поголовье оленей до былых мощностей. Мы же, в свою очередь, очень благодарны ему за гостеприимство и заботу. Вы просто не можете представить, как это было чудесно после такого насыщенного дня оказаться в такой бане. Вот, сделали для экспедиции баню. Они приедут, умоются. И завтра свежие так, телом поедут обратно к себе. Я только напилил, сейчас затащил. Вот тут был тяжелый подъем, и там еще такая вот речка есть такая, и вот на нее там тоже так тяжело. Вот, и в итоге на нее тут начали подниматься плохо, и по речке ушли, и там дальше поднялись. Ну что, Все нормально, все успешно. нормально, да. Поздравляю. Достигли границы. Достигли границы Камчатского края и Магаданской области в одну машину, в легковую машину. Тайсон красавчик. Тайсон смог? От меня привет передал? Конечно. Так, видите, насколько спускались, у нас давление где-то 0,2 или 0,3. А мы скажем, где будет встреча с подписчиками. Давайте мы ему подпишем. Вот, как зовут его? Артем, вот он, а это его это сестра. Ну, она фанатка. И тоже вам привет передавала. Вы когда собираетесь ехать? Завтра? Завтра. А, это вы что думаете, сразу поедете, да? Нет, он приедет, пока выгрузит. Ему же отдыхать надо. Он же сегодня приедет. Сегодня, да, он приедет, да. А где? А я ему написал, где будет. Видите, даже Да здесь, нет, это- на самом краю Магаданской области, на границе с Камчаткой, есть бабушка нашего подписчика. Поэтому вот я считаю, что это так прекрасно, что вот знаете, вас так много, и вы абсолютно повсюду. Вот в каждом уголке есть кто-то, кто смотрит наши видео. Артем, Да. привет. Мы тут с твоей бабушкой. Передаем тебе большой привет с твоей родины. У тебя здесь, в Верхнем Парене, очень хорошо. Мгм. Мне больше нравилась мужская работа, чем женская. Но потом, когда замуж вышла, уже стала потихоньку и шкуру выделывать, и вещи шить, и детям, и пастухам, и взрослым. Всем. Многому чему старики научили. Ну, как жить, всяким обычаям, все. И как надо гостей принимать. Ой, я сейчас, наверное, разболтаюсь. Хватит Не, снимать. хорошо, А вы Нет, не ну, давайте. мне же муж голодный будет. Вы же ненадолго. У меня есть. О, Аля, какой молодец. Давай рассказывай им, как раньше старики аминкиналовали мангдеку. А вы знаете, что раньше в стадо приезжали, когда гости, да? Ну, когда коленеводы. Костям забивали оленя. Надо сначала бочку полить, чтобы избавиться от прекрасного жара. А потом уже накалишь. Маленькая такая, что 6 камней, а такой кайф вообще, да? Это вот правильно Мирлан, да, сказал, что, говорит, очень важно, когда какие-то вещи своевременные. Вот такая баня, когда ты будешь в городе, и ты скажешь, ну, что-то вот, да, как бы так, да. А здесь вот она, это просто как будто бы там лучше, чем 5-звездочный отель со спа. Поэтому все вот своевременно должно быть. И домик, где мы сейчас живем, крутой. Да вообще, Теплее, я вот сегодня огонь. ходил, прям Баня удовольствие. шикарная, люди гостеприимные, все очень хорошо. Поэтому кайф вообще. Чем дальше от Москвы, тем на самом деле лучше. Да. Не в обиду москвичам, но на заметку. Ходить в баньку в таком удаленном поселке Магаданской области, вообще на краю света практически, это нечто. Аж хипик вообще по рукам просто. Кайф. Настоящую корякскую оленину. Плитка очень плохо работает. То ли электричества не хватает. Кто-то за водой должен быть. Ну, готова наша оленина. Друзья мои, с путешествия вернемся, купим в городе Якутск оленину и с вами повторим этот рецепт сегодня так. Корякской оленины достать, наверное, тяжело будет, В Магадане хорошо держать. но мы из своего якутского оленины сделаем. Ну, Мир, а что получается, просто этот? Просто посолил, все, да? Перец, соль. Северной россияне не хватает.
Ну, редко бывает, да? Ну, это случай, когда соединяется магаданская оленина и азиатское умение ее приготовить. Очень вкусно. И удачные обстоятельства. Вы путешествуете? Типа того, да. Снимаем кино там. С Якутии, кто еще откуда? Ярославль, с разных городов. Питер, Москва, Орел. Питер. А сейчас вы куда хотите? На ИВ? Что, принесет? Ага. 9 часов. Мы собираемся. Вот наш вездеход. Хищник. Ребята уже снимают. Ну что, друзья, у нас утро. И вы видели все сами, как было. То есть сейчас мы опять еще раз открыли двигатель. Машина простояла ночь. Достали щуп. Опять на щупе вот эти намерзшие прям сталактиты. Но все говорит о том, что у нас здесь было контрафактное масло. И именно из-за этого крузак завелся абсолютно нормально, дизельный, а бензиновый завелся, но тут же клинанул. Причем он сначала разогрелся, поработал какое-то время, мы сделали в нем круг, резко загорелся чек. Ну и, собственно, вы видели, что сейчас мы зацепили машину за вездехода и вывозим ее на зимник сначала, а потом по зимнику до дорогам общего пользования. Дальше пойдем к дилеру, пускай разбираются, что за масло заливали, причем ТО делали у дилера, поэтому все вопросы к дилеру и машины, собственно, гарантии. Вот. Но к комплектации Arctic Trax никаких претензий нет. Машина нас привезла сюда, шла первая машина и справилась со всеми трудностями. Еще раз убеждаюсь, насколько в экспедициях важны подготовка машины и личный контроль за обслуживанием. Перед каждым выездом я обязательно делаю полное ТО и независимо от пробега меняю все технические жидкости. Причем обслуживаюсь только у людей, которых знаю лично и которым действительно доверяю. Сейчас на рынке слишком много контрафакта, особенно по маслам. А в дальней дороге ошибка может стоить и машины, как в нашем случае. У ребят, которых я обслуживаюсь, есть оригинальные масла тех брендов, которые официально ушли с российского рынка. Поэтому я спокоен за качество и происхождение продукта. Кстати, именно здесь я нашел свое масло, которым пользуюсь с тех пор, как мой Тайсон попал ко мне в руки. Правда, сейчас выяснилось, что последняя партия. Модель масла снимает с производства. Поэтому после этой экспедиции все равно придется переходить на другой вариант. Ребята, к слову, советуют обратить внимание на марку Томс. По их опыту и по отзывам клиентов, масло показывает себя очень достойно. Есть и второй вариант – перейти на новую линейку моего же привычного бренда. Мне интересно ваше мнение, напишите в комментариях, каким маслом пользуетесь и где обслуживаете свои машины. Все, друзья, еще один маленький этапик по подготовке машины закончил, а масло поменяли. Еще осталось колеса поменять, потому что я хочу поехать на 35-х, буду аккуратно и как раз таки испытаем Макса с отышкой в зимних условиях. Вы приезжали к нам в гости, у нас по обычаю подарки дарите. Спасибо большое. Ага. Спасибо. Очень приятно. Людмила Хатинина, Людмила Юрьевна. Ваши жене подарок. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, потом приедете Спасибо. еще раз. Счастливой дороги. Спасибо. Спасибо большое. Давайте. Всего доброго. Спасибо большое. Благодарю тебя. Спасибо. Ты про этот помнишь? Про интернет? Да. Скоро появится у нас новый блогер. Мы его обучили. Что, мы едем в вездеходе. С собой у нас только чай и домашний, испеченный Аленой хлеб. Спасибо, Алена, большое. Мы его, конечно, грызем, но все-таки хочется как-то разбавить наш завтрак. Мы не позавтракали. Егор нам дал хариуса 2 штуки. Еще мальма, по-моему, называется, я что-то не помню. Ее тоже можно строгать, но я взял маленького, самого небольшого. И попробую сейчас перочинным ножиком, потому что якутский я оставил там в машине, построгать. Корякский хариус в корякском головном уборе. Сюда, обращайся.
Самое опасное, что может случиться при преодолении наледи, это вот прилипнуть тормоза. Мы сделали... Ну, нам некуда было ехать, так как у нас впереди хищник стоит. А по-хорошему, после преодоления водной преграды надо не останавливаться, не тормозить. Сразу поехать, чуть-чуть тормоза разогреть, чтобы такого не случалось. Машина опять в строю. Едем дальше. Это как у альпинистов. Подняться на гору — это полбеды, надо еще выехать. И спуститься с горы. Поэтому все, едем дальше. Это вам бурлак. Хорошо лежишь? Ну вот это то самое место, с которым мы по пути сюда немного помучились. Сейчас надо грамотно все продумать. Сейчас вы поедете, мы сейчас полку оценим обстановку. Я хочу там печней поработать, полку сбить. Возможно, наискосок с одной колесо по сухому заеду. Ирланд, что, наискосок хочешь? Форсирование этой коварной речки обернулось для Тайсона потерей. Какой, мы еще не знали. А терялись только в догадках, прислушиваясь к глухому металлическому стуку в районе переднего редуктора. Поздравляю, теперь на стороне недвижимости. Давай назад его вытащим. Казалось бы, невинный ручей, а столько проблемы. Возможно, слетел привод со стакана. Это вот наименьший из бед. А возможно, когда вывесилось одно колесо, шлицевые сорвало. Когда отсюда выедем, когда оба колеса на место станет, оно, возможно, и станет на место. Но это как вопрос времени будет. Ну, что-то спереди, что-то не так. Уперся, говорю, здесь. Сейчас его не зацепишь. Ну, если его сейчас за парков взять, он же вверх потянет. Смотри, по вот это, Ирланд. Это на блокировках? Что радует, что заблокированным в среднем дифференциале мы поедем по ровному. Ну, на заднем приводе. Но еще какие-то такие участки мы прилипнем. Вот на какой технике сюда нужно ездить. Приключения, ребята.
Вездеход отцепляет танк и по очереди нас перетаскивает. Пока танка перетаскивают, я начинаю осмотр машины и выбивать лед с тормозов, которые уже успели схватиться. Напомню, что на улице 40-градусные морозы. Осмотр показывает, что крестовина на переднем кардане сломалась. Крестовину оторвала мне. Наши догадки по поводу переднего привода оказались неверными. У нас просто срезала крестовину со стороны переднего редуктора, с переднего кардана. Мы сейчас со стороны раздатки открутим 4 болта и поедем дальше. Так как в полевых условиях такой ремонт очень тяжелый, да и запасной крестовины не было, мы принимаем решение снять передний кардан. У крузака есть центральная блокировка, и поэтому он может ехать чисто на заднем приводе. Крестовина на 200-ке мы порвали, ребята. Я не знаю, радоваться этому, не радоваться, потому что это, как сказать, ну, крестовина стоит там маленьких денег, и работа по нему, там ничего не это самое, просто на яму заехать или машину подвесить, перебить крестовины. Давай. И можно будет там ехать. Условно говоря, если мы сейчас в Ивенске не найдем крестовину, но очень вероятно, что мы в Умсукчане найдем крестовину, и у нас машина обратно с заднеприводной будет полноприводной. Да, это хорошо. Я думал, привод порвали, но там эта история долгая и дорогая вышла. Toyota может ехать и без этого. Крестовину у нас разбила на переднем кардане. Убираем его, едем дальше. Теперь машина стала моноприводной. Она из внедорожника превращается в обычную машину, и любое препятствие, которое обычно крузак даже не замечает, становится трофи-участком. Машина поехала. Toyota, животворящая, может даже вот в таком состоянии. А ведь мы проехали только треть маршрута. Впереди нас ждали снежные переметы и несколько крутых подъемов. Забегая вперед, могу сказать честно то, что столько лопатинга и буксировку за всю историю моих путешествий не было никогда. Потихонечку вперед, просто колеса ровно. Прошел почти час, а мы пока еще на одном месте топчемся. Хищник уехал. Не знаю, насколько далеко. Пока не возвращается за нами. Пробуем сами откопаться. Спасибо Алене, снабдила нас провизией на всю дорогу. Опять немного занесло, но сейчас мы хищник далеко не отпускаем. Сразу посигналили, поморгали
Не будем тут раскачиваться, копаться. Едем уже 12 часов примерно, даже больше. Сейчас время 10:30. Осталось еще где-то 80-90 километров. Мы приехали в промежуточную точку, поселок Гижига. Долго ехали, устали, а тут ребята с пожарной части пригласили на чай. А мы не с пустыми руками, но нашими блинами. Как раз термосочек чай и поедем дальше. Вы не записывайте. А все записали. Ну вообще так дорогу пробивают туда или нет? А там тоже снег? Ну да, снега нету, но мы туда дальше-то не поехали. Ну, у вас постоянно, да, тут останавливаетесь? Да. А здесь вообще пожарная станция, да? Пожарная. Но техники нет. Техника? Есть? Ну, обычно на Саповку ездили. У них ничего, можно где-нибудь переночевать, да? Ну, здесь койки стоят. Можно где-то? Конечно. Можно полежать. Какие поселки продукты возите? Парень, Полов, Гижига. А вот человеку плохо стало, самый рейс, а кто это оплачивает? Администрация. А он еще пытается убежать от него. Вверх. О. Все. Нет переднего кардана, и теперь он временно заднеприводный. Мы за эту поездку столько раз свою технику сторонней техникой набуксировали. Столько не буксировали за 10 лет экспедиции. Колыма. Близко покатать танка. Это отличный вид на сегодня, самый лучший. Время 5:55, вот мы подъезжали к городу, я заметил три пятерки. Ну сейчас 6 часов, 6 с чем-то. Парни, допустим, копали, да, машину выкапывают, это где-то час мы на морозе. Если, ну, пока вот не подъехал хищник. Я говорю, вы, наверное, так постоянно там в Арктике, когда ездите, там, он говорит, да, вообще-то нет. У нас обычно там минут 15 раз покопались, но там, ну, это, и вот они говорят, что за 10 лет, да, вот Богдан сказал, что это первый раз у них столько происшествий подряд, и вот так откапываться долго. Что ж, друзья, наконец-то мы доехали до Явенска. 22 часа за рулем. Этот день закончился. Было очень много событий, насыщенный, очень такой на эмоции, на события день. Но мы это сделали, доехали до Явенска. Завтрашний день покажет, как он будет. Спать Мирлан. теперь, отдыхать. Наш герой